Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса Алашара уже несколько лет реализовывает в Абхазии социально-культурные проекты, в числе которых новая молодежная программа «Айбабара». Первый этап проекта прошел в Карачаево-Черкесском ауле Инжич-Чукун. Абхазские ребята в возрасте от 12 до 17 лет в течение недели жили в традиционных абазинских семьях и общались со своими сверстниками на абазинском языке. Подробности в материале от Гурагунба. Международное объединение Алашара призвано содействовать развитию абазино-абхазского этноса. Президент и основатель объединения Муса Экзеков считает, что от единства нашего этноса зависит сохранение идентичности, традиций. Говорят, если у дерева крепкие корни, то ему не страшен никакой ветер. Наши обычаи и традиции являются теми корнями, которые удержат нас на земле. Мы считаем, мы это организация абазинские, которые сейчас объединились в единую ассоциацию Абсадгил, что такого рода мероприятия чрезвычайно важны для нашего народа Абаза, для абазин и абхазов. Ведь когда, допустим, спрашивают, какие главные проблемы у абазин и у абхазов, все говорят, нас мало, мы не едины, но на самом деле нас много, просто нужно наладить каналы для общения. Когда эти каналы мы наладим вместе, отмечая один день, в один день День культуры народа и День флага, и мы хотели бы, чтобы это мероприятие стало по-настоящему народным, чтобы с каждым Новым годом наши уже потомки в будущем проводили это все более масштабнее, привлекая все больше стран. Сулхану Сакания 15 лет. В семье Чуковых он чувствовал себя как дома. В семье, в которой я нахожусь, меня приняли очень хорошо. Они проявили свою культуру, они показали мне свои обычаи, свои нравы. Там есть, у них есть два сына, они очень хорошие, воспитанные. Когда он приехал, мы сразу же подружились, и мы стали ходить на тренировки, на речку. Нас возили на экскурсию вместе, нам там все очень понравилось. На каком языке вы общаетесь между собой? Мы на абазинском разговаривали, он чуть-чуть понимает, я тоже понимаю. Поездка включала в себя экскурсии по красивейшим местам Карачаева-Черкесии, и у ребят действительно не было времени скучать. 23 июля, в день флага Республики Абхазия, который отмечается в КЧР, вместе с Днем культуры народа Абаза. Наши ребята вместе со своими абазинскими друзьями приняли участие в культурных мероприятиях в Черкесске. Проектом Алашара по обмену детей заинтересовалось и местное телевидение. Телеканал Архыз-24 посетил семью, в которой жил мальчик из Абхазии Омар Смыр. Все вместе дружно за одним столом. Глядя на эту семью, трудно представить, что один из мальчишек – гость в этом доме. Омару Смыр 15 лет. Парень приехал в Карачаево-Черкесию из Абхазии в рамках программы по обмену, организованной ассоциацией Алашара. 10 дней Омар жил в семье Айсановых в ауле Инжич-Чукун. Его приезда здесь ждали с нетерпением. Пришли, сказали, вот так мы хотим. Я говорю, пожалуйста, всех я могу даже принимать, я их буду, как мои внуки, их будем держать, за их будем смотреть, чтобы их родители не переживали, как наши дети мы будем держать. Вот Кемаран пошел на следующий день, Умара к нам привез, Умар тоже как мои. Вперед их я остановлю, даже его ставлю. 10 дней, как сказала наша мама, пролетели как один день. Было очень круто. Даже на гору поднялись, на которую мы ни разу не поднимались. Друг мой Кемран, с которым я познакомился, очень хороший. С ним на речке ходили, он познакомил нас с его друзьями. Они очень хорошие, общительные, спортивные. Каждый вечер играем в футбол, не знаю. Не скучно нам. Еще одним ярким событием пребывания абхазских детей в Абазаште стал спортивный турнир, который в 4-й раз организовывает международное объединение Алашара. С каждым годом число его участников растет. Абхазская команда выступает на играх в разных дисциплинах уже 2-й раз. Несмотря на то, что наши ребята специально не готовились к играм, они показали неплохие результаты.
особенно в стрельбе из пневматической винтовки и в прыжках в длину. Эти 10 дней останутся в памяти наших детей надолго, и уже совсем скоро состоится ответный визит абазинских ребят в Абхазию. Адгур Гунба, Адам Эрджения, Абхазское телевидение.